Юноша, едва не замерзший в машине на Эмиконской дороге, переведен из реанимации. Врачи оценивают состояние магаданца, получившего сильное отморожение в Эмиконском районе, как стабильное. Юношу перевели из реанимации республиканской больницы номер 2. По сообщению главного врача больницы, состояние у пациента стабильное. Он уже неделю как переведен из отделения реанимации. Сейчас продолжается его лечение. В целом его жизни ничего не угрожает. Дальше будет уже решаться вопрос по поводу участков отморожения. Напомню, что по пути из Якутска в Магадан пропали двое юношей 2002 года рождения. Их нашли ночью 5 декабря в машине в 120 километрах от села Томтор. Один из них погиб, второго с отморожением конечностей 3 и 4 степени доставили в тяжелом состоянии в город Якутск. Министерство экологии проводит проверку по факту жестокого обращения с животными. В социальных сетях распространяется видео, где двое мужчин, переехав в лесу на тракторе, снимают ее на телефон, пинают и душат животное ногами. Министерство экологии начало проверку по этому факту. Отмечается, что в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава административного правонарушения, а также жестокого обращения с животным. По результатам проверки виновные лица будут привлечены к административной ответственности, а материалы проверки будут направлены в полицию для принятия решения. Также пресс-служба МВД сообщает, что в настоящее время полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск злоумышленников. Директора северо-восточной транспортной компании оштрафовали на 600 тысяч рублей за незаконную работу с опасным грузом в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону. На территорию, прилегающую к железнодорожной станции Нижний Бестях, еженедельно осуществляется доставка ГСМ в цистернах. Отгрузка топлива проводилась из емкостей в автоцистерны, в последующем перевозивших их на нефтебазу Нижнего Бестяха, на паромах в Якутск и другие районы республики. В ведомстве отмечают, что генеральный директор СВТК организовал на железнодорожной станции Нижний Бестях пункт перевалки ГСМ. Деятельность осуществлялась без лицензии, которая необходима при эксплуатации взрыво-пожароопасного объекта, а также выполнении приема и доставки опасного груза. 10 человек пытались перебросить на территории исправительных учреждений телефоны и вещества заключенным в Якутии. По информации Управления Федеральной службы исполнения наказаний по региону, за последнее время были задержаны 6 граждан, которые попытались доставить заключенным колоний номер 1 в Якутске, номер 3 в Хангаласском районе и лечебно-исправительное учреждение номер 5 сотовые телефоны. В отношении каждого из них были составлены протоколы об административных правонарушениях. Также сотрудники УФСИН задержали 3 уроженцев Кобяйского района, которые готовились перебросить самодельное устройство на территорию колонии номер 7 в Табаге. При себе у них имелись 4 сотовых телефона, 2 зарядных устройства, 2 кабеля USB и 900 грамм дрожжей. Кроме этого, на территории прилегающей к колонии номер 5 был обнаружен местный житель с 5 свертками, обмотанных скотчем. Внутри них были 7 телефонов, 4 зарядника, флеш-карта, сим-карта и 500 грамм дрожжей. Ранее судимый за кражу житель Среднеколымского района снова подозревается в совершении кражи. В дежурную часть обратился местный житель с заявлением о пропаже бензопилы. Подозреваемым оказался 38-летний знакомый заявителя, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. В день происшествия потерпевший выпивал с подозреваемым. Во время застолья хозяин квартиры похвастался, что вместо старой сломанной бензопилы со слетевшей цепью он купил другую и продемонстрировал новый инструмент. В тот момент злоумышленник уже задумался о совершении кражи. Когда алкоголь закончился, подозреваемый предложил хозяину дома сходить и купить еще. Воспользовавшись тем, что он остался в квартире один, злоумышленник созвонился со своим знакомым и предложил ему купить бензопилу. Пока его приятель отсутствовал, он успел сходить и продать украденное, а затем вернулся обратно и стал дожидаться дальше. Якутские полицейские установили подозреваемого в дистанционном мошенничестве. Установлено, что 20-летний житель села Амга вступил в группу, где проводились многоэтапные розыгрыши денег. Когда сумма направленных им денег составила 142 тысячи рублей, неизвестный администратор прекратил розыгрыши, а группа по интересам прекратила свое существование. Потерпевший обратился с заявлением в районную полицию. Полицейские возбудили уголовное дело и в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний житель города Улан-Удэ. Около 50 нелегальных таксистов выявили в ходе рейдов в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД Якутии. Второй этап профилактической операции «Такси» прошел в республике. Выявлены 47 водителей, осуществлявших предпринимательскую деятельность без госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Уточняется, что в 2020 году на дорогах Якутии с участием нелегальных перевозчиков произошли 12 ДТП, в результате которых погиб 1 человек и 16 получили травмы различной степени тяжести. Всего с начала 2020 года было выявлено 7 фактов оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности.
По результатам проверок в настоящее время возбуждены 5 уголовных дел. Житель Мирнинского района ограбил алкомаркет. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД. В дежурную часть поступило сообщение от работника одного из магазинов города о том, что неизвестный похитил алкогольную продукцию на сумму порядка 5000 рублей. Вором оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 32-летний местный житель. Установлено, что злоумышленник, находясь в торговом зале алкомаркета, украл с прилавка бутылку водки и 2 бутылки коньяка, после чего поспешно покинул помещение. По словам подозреваемого, спиртное он выпил со своими приятелями в подъезде одного из многоквартирных домов.